Я утром разговаривал с Ибрагимом. Они произвели много порошка. Отлично. Ты выбрал надежных людей? Не волнуйся, сказали, прикажешь умереть, мы умрем. Не обращай внимания на эти слова. Они все так говорят. Крепко держи поводья в руках, Джемаль. Пусть знают, что если совершат ошибку, я искореню весь их род до 7-го колена. Брат, я ручаюсь за ребят, не волнуйся. Как мне не волноваться? Эти 5 свиней, которых я знал 10 лет, стоили мне 7 миллионов долларов. Они тоже говорили, скажешь умри, мы умрем. Стал бы я годами кормить этих скотов, если бы знал, что они сообщат полиции о моих складах. Пусть только выйдут из тюрьмы. Пусть только выйдут. И я перебью их. В наказание за это я закопаю их живьем. Брат, Что? они клянутся, что это не они сделали. Говорят, мы не такие дураки, чтобы рубить сук, на котором сидим. А кто тогда донес? Ты? Брат, что ты говоришь? Сынок, кто еще знал о местонахождении порошка? Те 5 человек, Джиляль и мы. Все. Мои сыновья не могли донести на меня. Джиляль не мог. Ты не мог. Я не мог донести на себя. Где нам искать предателя? Ты прав. Во всех кланах есть осведомитель, я знаю. Полиция никого так просто не отпускает. Но эти безмозглые обязательно сказали, когда хвастались, что они люди Ахмета Морана, и что, мол, мы произвели столько порошка, и спрятали его туда-то. Я сделала вам омлет с брынзой. Спасибо, невестка. Я сегодня хотела навестить Чичек. Ты позволишь? Ты будешь спрашивать моего разрешения повидать дочку, Каймет? Поезжай, когда захочешь. Зачем мы тогда купили дом в Стамбуле? Да, ты прав. Конечно. Я куплю госпоже Шахнур подарок. Купи, купи. Самый лучший купи. Поджарь хлеб и принеси. Хлеб свежий. Поджарь, я намажу его маслом. Сколько товара? 100 килограммов. Отлично. Пусть сделают 300, и будем сбывать.